Шын десе урмете телесерджілер мұсафыр еле сөбетлешмеге вақыт келдін. Бүгін біз Қырымтар Жима Шурасын рейс мавиным Энвер Кантимир Умеров еле лав юстежеміз. Селям алейкум, Энвер бей. Алейкум селям. Энвер аға, ораза байрам асылда насыл кешті ве сізін шураныз ораза байрамына насыл қайдеттілер? Вы знаете, в этот священный месяц Рамазан наша организация и все члены нашей организации старались соблюдать священные законы ислама и традиции крымско-татарские, которые достались нам от дедов. Поэтому мы старались сделать добрые дела, мы посещали страждущих, мы, в общем, помогали жаждущим, тем, которые нуждались в этой помощи. Мы провели ифтары, как известно по хадисам пророка, человек, накормивший державшего уразу, державшего пост, получает благословение Аллаха. Мы старались это сделать, и на сегодняшний день можем сказать, что мы все сделали как положено. Энвер аға, білеміз ки сізін шураныз Қырым Жумхурiyet Devlet Şuran mebuslarına meclis yasak etilgen hakkına işte siz qol tutqanını bildirdiniz. Aslında bu hakkında böyle geniş surette malumatını beriniz lütfen. Да, здесь, конечно, надо пояснить так, чтобы было все понятно. Если посмотреть на историю нашего двухлетия пребывания Крыма в составе Российской Федерации, мы можем сказать, что, к большому сожалению и вопреки ожиданиям нашего народа, Меджлис в лице его руководителей и тех, которые примкнули к нему и уехали в Украину, проводили, в общем-то, экстремистскую политику, которая была направлена не столько для реализации тех прав и свобод, о которых они говорили в отношении нашего народа, сколько, так сказать, в общем-то, действовали вопреки тому ожидаемому развитию, которое, собственно говоря, и к кому стремился наш народ. Дело в том, что все эти блокады, сначала продовольственная, потом энергетическая, фактически они были направлены против всего крымского сообщества, но в первую очередь они были направлены против своего народа, потому что прежде всего страдал свой народ, как наиболее на сегодняшний день малообеспеченный, плохо устроенный, не обеспеченный какой-то инфраструктурой, не имеющий хорошую занятость. И прежде всего пострадали представители своего народа. То есть фактически Меджлис работал, выполняя некий, может быть, заказ, но как мы так думаем, в общем-то, он работал против своего народа. Благодаря своим действиям он был воспринят, скажем так, юстицией Российской Федерации с той стороны, что она вынуждена была приостановить деятельность Меджлиса и отвести ему роль такой экстремистской организации. После этого был иск прокурора Республики, Верховный суд Республики Крым, который удовлетворил этот иск и, в общем-то, определил Меджлис как организацию экстремистского направления и, так сказать, запретил его деятельность на территории Российской Федерации. В тот же день Меджлисом было принято решение о том, что они входят в другой режим своей работы, так называемый чрезвычайный режим, который, вообще-то говоря, на самом деле, из анализа этого решения следует, что фактически Меджлис перешел в такой режим работы, когда принимаемое решение должно выполняться независимо от того, принял ли это весь Меджлис или большинство Меджлиса, членов Меджлиса. Чисто волюнтаристские решения могли быть приняты и должны были воплощаться в жизнь. Результат не замедлил сказаться, и в июне месяце мы уже увидели попытку так называемой морской блокады, когда попытались в Керченском проливе разместить стальные тросы на поплавках, которые могли намотаться на винты проходящих судов, а это могло вызвать катастрофу. Причем катастрофу не только, скажем так, российского масштаба, а катастрофу международного масштаба, потому что это могли быть суда и международного плана, которые везли грузы в Российскую Федерацию. Уже эта деятельность, последние события
поставили нас перед выбором, потому что мы уже чувствовали, что уже не только мы ответственны за деятельность Меджлиса. Почему мы ответственны? Потому что все-таки крымско-татарский народ так или иначе выбирал этот Меджлис, поручал ему давал ему определенные права и нес определенную ответственность за деятельность членов Меджлиса. На сегодняшний день получается так, что вопреки желаниям народа руководители Меджлиса осуществляют акции, которые носят диверсионный характер, я бы сказал, даже террористический характер, потому что, не дай бог, какие-то кораблекрушения, это международные скандалы, это, в общем-то, события, которые никаким образом допускать нельзя. И исходя из этого, мы поняли, что вот мы должны, скажем, призвать всю общественность Крыма к тому, чтобы ответственность за принятое судом решение была поддержана всем сообществом Крыма. Поэтому мы, обсудив эту проблему у себя в Общественном совете, мы сделали обращение в депутатский корпус Республики Крым с тем, чтобы депутатский корпус прежде всего, а потом, наверное, и все крымское сообщество поддержало то решение Верховного суда Республики Крым о запрете деятельности Меджлиса на территории Российской Федерации и о признании его организации такого экстремистского плана. Причем надо сделать было так, чтобы, так сказать, и нужно делать так, чтобы на сегодняшний день существующие международные организации или какие-то, так сказать, государства не обеспечивали, скажем, помощь Меджлису в его, в общем-то говоря, таких репрессивных моментах, которые они производят в отношении не только своего народа, но всего Крымского полуострова, всего сообщества, и, в общем-то, работают против того государства, в котором на сегодняшний день находится Крым и крымско-татарский народ. Поэтому мы сделали такое обращение, и депутатский корпус сегодня Республики Крым принял заявление, которое подкрепляет наше обращение и таким образом повышает уровень общественного, скажем так, общественного признания того судебного решения, которое было осуществлено Верховным судом Республики Крым. Эмирға изатларыңыз үшін çoxtan-çox təşəkkürlərini bildirəmiz. Siz de sağ olunuz.